Прывітанне, сябры. У ходзе апошніх нядаўніх акцый у абарону незалежнасці Беларусі аднымі з іх галоўных герояў сталі блогеры. Яны стрымілі тое, што адбывалася, заклікалі іншых прыходзіць на акцыі і, канешне ж, адпаведна з астатнімі атрымоўвалі суткі і штрафы. І з усёй кагорты блогераў і палітыкаў, якія удзельнічалі і былі пакараныя, гэта і Сергей Ціханаўскі, і Павел Северынец, і іншыя, моцна выдзяляецца блогер Зміцер Казлоў, альбо Шэры Кот, які атрымаў за сваю блогерскую актыўнасць падчас акцый цэлых 120 сутак арышту. Гэта невіданае раней, небачанае раней пакаранне у Беларусі за ўсе 25 год дыктатуры. І сёння Зміцер Казлоў у нас у студыі. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне, Нікалай. Мы з ім пагаворым аб усім, што ён захоча распавесці, але перш за ўсё аб дзяржаўных рэпрэсіях, чаму яны абрынуліся менавіта на Зміцера. Ну і аб тым, як ён далей бачыць сваю блогерскую і актывісцкую дзейнасць. Ну, ты вось у нас такі медыапрасторы Беларусі, такі шэры кот, у плане, што пра цябе ніхто нічога не ведае. Все знает. Товарищ майор все знает. Я думаю, не трэба пераацэньваць здольнасці таварыша майора. Ну, можа, ён і ведае, але вось мы не ведаем. Вось прынамсі да таго, як ты стаў такі вядомы, да, дзякуючы сваім этим суткам, ты, нягледзячы на то, што вельмі шмат стрымаў рабіў, вось ніхто пра цябе, вось як пра асобу, нічога не ведаў. У цябе нават на аватарцы стаіць такі коцік, да, а не ты асабіста. Давай пачнем вось з гэтага апошняга эпізоду. Раскажы, что ты рабіў на гэтай акции снежинские у обороны незалежности? На этих акциях делал примерно то же, что и всегда. Ну, ты говоришь, что здесь особо жесткое наказание и все остальное. Ну, тут на самом деле оно, вероятнее всего, не только за эти стримы. То есть это просто формальный повод. На самом деле я уже до этого успел насолить прилично, потому что кроме блогерской еще и занимаюсь политической деятельностью. То есть я вхожу в гражданскую кампанию «Европейская Беларусь», являюсь членом партии БНФ, ну, с предвыборной кампанией, так называемой, парламентской. Для того, чтобы пройти по партийным спискам, необходимо было в какую-то партию вступить. Я член профсоюза РЭП, поэтому на самом деле эти акции, они, во-первых, не первые, во-вторых, кроме блогерской деятельности, есть и политическая. Так что ну, кто-то говорит, что это наказание в первую очередь за участие в парламентской кампании, за ту риторику, которую мы высказывали, за эти шествия 16-го, за призывы выходить на акции прогулки свободных людей, так называемые, а потом тут еще и речь 21-го, произнесенная там на крыльце, о том, что необходимо в регионах устраивать такие акции за незалежность, то есть организовываться, и то, что 3-4% населения на улицах, они любой режим свергнут. То есть это тоже, я думаю, сыграло свою роль. То есть ты думаешь, тебе вырашили покарать так по сукупности, да, заслуг? То есть я очень долго дергал тигра за усы, и наконец-таки он решил меня укусить. Ну вось ты пакуль сядзеў, мне там все калегі, журналісты, як такому эксперту па рэпрэсіях, усё пыталіся, ну вось чаму менавіта Шэрага Кота, чаму менавіта яго? Бо ну насамрэч акрамя цябе таксама ёсць такія відныя блогеры і там актывісты, ну ў прынцыпе большасць з іх таксама атрымалі сутак, але так, чтоб вось прям из ряда вон 120 не атрымаў ніхто. І вось як ты думаеш, чаму менавіта вось цябе з агульнай вось этой групы невялічкай актывістаў вось выдзернулі? Я асабіста даваў такі адказ, што мусіць хутчэй за ўсё такая дэманстратыўная порка, то бок не тое, што ў табе менавіта справа, просто з гэтай групы актывістаў выдзернулі цябе, каб паказаць, глядзіце, што будзе з астатнімі. А ты як думаешь? Ну, тут несколько причин. Да, наверняка есть резон в том, что ты сказал, и тут дело в чем, почему выдернули именно меня. Во-первых, они нашли такую жертву, я живу в регионах, в небольшом городе, то есть это не Минск, это удобней. Больше уразливы перед репрессией. Региональных активистов в мелких городах там 10 тысяч, 15 легче наказывать, потому что там обычно там 1-2 активиста, то есть очень легко с ними бороться. И там нет организованного сообщества. Менее увага да, другое, это то положение, что, например, там у меня нет родственников, то есть, ну, со мной легче, думают, будет расправиться. Они думают, может быть, поддержки никакой там не будет. Раз меня мало знают, то есть пока блогер средний, еще не очень крупный, но уже и не настолько мелкий, то есть уже как бы начал стримы эти вести, и все это показали там,
и сейчас Хартия пишет, Белсат, то есть, ну, участие в политической кампании привлекает определенное внимание. И решили вот так сделать, то есть, думают, что, может быть, не будет такой адекватной защиты с моей стороны, и они смогут что-то сделать и показать на моем примере, что будет. Плюс ко всему, конечно, риторика такая бескомпромиссная, жесткая, там против режима, показать, что особенно вот если сломать, например, блогера такого, который вот начинает, так сказать, на режим наезжать, можно показать всем остальным. И тогда уже больше никто не захочет. Потому что другие там, у них как бы немножко другое. То есть тут чисто политика. То есть у меня больше политический, не социальный блогинг. Ты лишишь, атрымалася тебе отбиться от этой атаки? Ну да, не у меня, а у гражданского общества, потому что, ну как я бы мог отбиться один? У меня бы ничего не получилось. То, что там журналисты, активисты вступились, наши, скажем так, единомышленники из Европейской Белоруссии, из профсоюза РЭП, там и правозащитники начали тоже помогать, там уже чуть ли не до представителя ООН решили дойти, и там европейские какие-то организации вписались. То есть все вот это вот вместе сыграло на то, что у них ничего не получилось. То есть вот это на самом деле не первые репрессии. То есть все началось, серьезный первый такой шаг был с их стороны, это митинг Нехты 8 числа. То есть это был первый крупный наезд, настоящий такой. И вот с того момента, что все, что они пытаются делать против меня, все получается наоборот. То есть что они делают, это играет только в мою пользу. Ну так, я памятаю, калі ось толькі па-першаму побачыў твой канал, там некія стрімы, сколько там 1000 з чымсьці подписчиков у тебя было, зараз сколько у тебя? Сейчас 8,5 почти. Тогда, когда ты говоришь про это, 8 числа у меня уже было там 1004-5, наверное. Ну ось. Я памятаю перад тым, як ось калі ты яшчэ сядзеў, калі нехта на сваім стріме тебе прыгадаў і сказаў, ось зайдите, подпишитеся, я спецыяльна праз дзень зашоў, у тебя было на 2000 болей уже. Ось. І ну сапраўды атрымоўваецца толькі вось наадварот, яны як бы іх разлік быў на тое, што ты спужаешся і гэта ўсё кінеш. Аднак вось нагадай, як увогуле ўсё адбывалася, за што ты атрымаў первые сутки, кольки со своих 120 ты отсидел, як тебе вызвали? Хорошо, значит, началось вообще с того, что 23 числа был суд над дубровинским активистом одним в Орше, в Оршанском суде. Я там стримил, снимал фото, я приехал его поддержать, вот, и, ну, мы как там были, все. Это не укол какой-то медвежий, то есть можно было там передать повестку, но нет. Я только приехал из суда, поставил, скажем так, чай, там воду нагреть, хопа, звонок в дверь. Ну, я уже знаю, кто звонит в дверь, уже как бы нормальные люди не звонят. Стоит участковый, говорит, вот там повестка, там целых несколько. Одна в Минский суд, там на 30 декабря тогда. Это еще за акции 7-8, за 8, да, за участие 8. Вот. Ну, у меня уже смс приходило, то есть я уже в курсе, что 30-го мне надо, и я уже сразу знал, что я туда не пойду. Я не хожу на свои суды, только я прихожу поддерживать других, на свои я не хожу, там нечего делать. Вот. И он мне дал еще повестку на следующий день, на 24-е в РОВД, говорит, прийти. Но я тоже знаю уже, что это тоже уже один раз ходил, и тоже больше не собирался туда ходить. Ну, ему прямо не скажешь, что не пойду. Расписался, да, пожалуйста, конечно, чего-то такого. Сам, естественно, вечером уже собрался, поговорил с людьми, то есть я предчувствовал, что какая-то будет такая засада, потому что перед Новым годом праздники испортить, это вот для них такое любимое занятие. Да. Я знал, что, ну, у меня был план другой, я думал, что они меня 30-го на том суде закроют, то есть дадут сутки 30-го, что вот, Новый год как раз, хопа, и все, посиди. Потому что уже сидели Максим Винярский, уже Денис Урбанович был задержан 18-го, Евгений Афнагель. И тут решили закрыть меня. То есть они меня ловили перед 20-м. Там даже писали какие-то сообщения, рассылали от моего имени. Но им не удалось это сделать. Я просто вывалился с маршрутки на площадь 20-го вечером, перед самым началом, и все. Вот. И они решили наказать. Может быть, и за это. Вот, значит, дали повестку. Я по ней не поехал. Я поехал в Минск. Пошел сразу, взял решение суда какого-то предыдущего, там, понес в весну, чтобы там написать анкеты, обжаловать все. В общем, был в Минске, телефон потом выключил. Ну, повестка была на 24-е, на 15 часов. То есть, чтобы потом сказать, ну, уже поздно, мы в суд не передадим дело, посидите у нас вечер 24-го, а потом выходной 25-го и 26-го мы вас осудим. У меня был план такой, что, да, я думал, что они меня будут, если дадут сутки, брать 26-го. Приедут домой, у меня уже все собрано, я открою и скажу, ладно, все, поехали, и все. Но получилась очень интересная ситуация. Хотя мне говорили люди, что не возвращайся. Я думаю, ну, 25-го выходной поеду домой вечером. Приеду в 9 часов домой, ну, никто ж не будет не ловить там. Но я ошибся, то есть я только вышел из поезда в 20:45. Прошел немного, смотрю, сразу стоит УАЗик милицейский, ну, думаю, мало ли что там на вокзале. Прошел, телефон положил в карман,
несколько шагов прошел, ко мне подходит человек в штатском, сразу под руку берет, пройдемте. Ну, я его как бы узнал. Это тебе где у Ворши Да, на Ворши на вокзале? вокзале. А як яны вылечили? Что ты там Без будешь? понятия. Вот я не знаю, они мне не говорили. Возможно, они весь день там караулили, ждали, что я приеду. Может быть, ну, потому что телефон я включил, когда уже был на полпути в поезде. То есть я включил, думаю, ну что уже прятаться. Вечер 25-го, выходной день, зачем? Приеду, все нормально будет. Ну, Может, возможно, им сообщили, когда я включил телефон, может быть, кто-то отслеживал, увидели, что появился телефон, сказали, что вот он, может быть, едет или что-то еще. Или, может быть, они ждали там весь день. То есть я не понимаю. Калі твой телефон выбіў соту у прамежку між Мінскам і Воршай у пэўны момант, то вылечыць на якім-то цягніку едзеш увогуле не Это понятно. Возможно, они меня на вокзале в Минске засекли. Когда я брал билет, я ж не прятался. Кто его знает? Я даже об этом не задумывался как. Я просто не знал, что они меня там будут ждать. Возможно, они просто весь день пасли. І що было далей? Что было далее? Посадили, то есть был майор Новик. Этот человек как раз меня 8-го тогда задерживал. То есть он был сейчас в штатском, он был просто в куртке надет. То есть я сразу его не узнал. Какой-то мужик на перроне идет, в куртке такой, в капюшоне. Прошел, меня раз схватил, пройдемте там. Говорит, так и так, Дмитрий Олегович, вы меня знаете. Я посмотрел, да, понял, кто это. Он говорит, вы и знаете, за что я вас задерживаю. Но я тоже как бы догадался, что по повестке не пришел. Повезли в РОВД, я сразу уже понял, что сейчас будет. Вечером задержали, оформят там. Потом будут судить, и, может быть, дадут штраф, может быть, сутки. Но я рассчитывал сначала, что будет штраф, возможно. Думаю, что 30-го суд, дадут сейчас там 50 базовых, может быть, потом выпустят, а 30-го закроют на Новый год. Но оказалось так, что дали 15 суток сразу. То есть вот этот приговор. И в это же время в Минске тоже был суд, на 26-й назначен. И как я потом узнал, мне там тоже дали параллельно 15 суток. То есть и в Орше, и в это же время в Минске. Тебе поехали сутки? Да, но я об этом не знал, что в Минске дали еще сутки. Я узнал об этом уже, когда вышел. После. Вот я приехал, поднял это решение суда, оказалось, что так. И кольки агулам тебе понадавали вот таких пятнашек? Ну, смотри, сначала мне дали вот эту, потом я думаю, вот суд будет еще 30-го. Ну, сначала думаю, 15 отсижу, потом суд будет 30-го, может быть, еще докинут, будет 15 плюс 15. Вот я рассчитывал на это. Но, когда первые 15 уже досиживал, приходит мент, ну, там женщина, майор Дружко, приносит папку эту с протоколами, то есть говорит, вот еще тут дела, 3 протокола еще приносит. Я ожидал это, что за участие 20-го, за призыв выйти 20-го и за 21-го. Но на следующий день она приносит еще 2 протокола. То есть это уже я немножко не понял. Я смотрю, за что. В том числе там было за то, что 25-го я сделал репост сообщения Павла Северинца в Фейсбуке и призвал выйти 29-го. То есть 29-го я уже сам не участвовал, я вообще не собирался туда идти. Но репост, конечно, сделал. То есть я не ожидал, что они вот прям вот все будут высматривать. Даже до нескольких часов. Буквально вот меня 25-го аж вечером задержали, а в 12 часов, оказывается, дня я успел сделать репост. Я уже забыл об этом, не думал. Вот, то есть все получилось. Вот один уже протокол я сидел, 15 суток, и 5 еще протоколов вот они дали. То есть, я думаю, что мало ли что-то, может штраф дадут, я же уже все-таки... І колькі ти агулам адсядзел? Ну, агулам, я просто для чытачоў, Так. для гледачоў паясню, калі незразумела, гэта ўсё сыпаліся пратаколы за удзел у акцыях, дзе да, зміцер стрымаў, і за заклікі, якія ў нас таксама адміністрацыйна караюцца, заклікі да несанкцыянаванай акцыі. І колькі ты з гэтых 120 Из этих 120 я отсидел 26. 26. Ну смотри, 25-го 8.45 меня взяли, а выпустили 20-го около там 9.20. І астатніх усіх блогераў, там северынцы, таксама з неадсіжанымі суткамі паадпускалі. І ўсе давай там губляцца ў здагадках, што гэта такое. Ці то гэта там яны спужаліся рэакцыі захаду, ці то гэта новая стратэгія, каб чалавек хадзіў у няпэўнасці, да, і не ведаў, што яго чакае. Не ведаў, сёння вось ён выходзіць з дому па справах, не ведаў, вярнецца ён, ці уже сустрэне на Русе, на цыпе гэтыя свае вечар, да. И как ты думаешь, что это было? Да я думаю, что тут все вместе. Во-первых, да, Помпео и все остальное, то, что тут шум подняли, это, конечно, минус. Но только ради этого они бы не стали делать. Может быть, это действительно какая-то новая стратегия, потому что в идеале, например, они могут вообще каждый день на один день задерживать, потом выпускать. То есть, ну, в идеале у них тут все, что хочешь. В идеале можно пожыццёвае зняволенне даць, да, там няма реально ў адміністрацыйным кодексе абмежавання па колькасці, сколько адміністратывак ты можешь сидеть. Тебе могут дать 200, и ты будешь там 5 год сидеть над административным, ну, теоретично, да. Это как с 411 артикулом Криминального кодекса. Бесконечно можно продлевать. Да, нарушил просто... все, давай еще. И нават ты не поспеешь выйти за это самое, за межи
ізалятара. Ну і што ты думаеш? Вось насамрэч наконт непэўнасці я згоден, но я сам быў у такой прыблізнай сітуацыі, калі там на цябе сыпляцца адзін за адным пратаколы, і ты просто кожны раз ўжо выходзіш з дому, так бы мовіць, як кажуць сидельцы на Фоксе, такой уже оп, ты уже ведаешь так, там, калі тебе кажа, давай сустрэнемся, ты кажаш, ну, калі мяне не затрымаюць, тады да, сустрэнемся, то есть ты уже наперад так раздумаешь. А яны, мусяць, спадзяваліся, што тебе гэта спужае, тебе гэта псіхалагічна зламае, але я зайшоў на твой канал, я бачу, што там як былі стрымы, так яны і засталіся. Ну круто, меня отпустили, продолжаю действовать. Закроют, не будет стримов, выйду, опять будут стримы. Это такое дело, понимаешь? То бок ты мэтанакіравана готовы пакутваць за то, что ты робишь. Конечно. Я прямо на суде говорю, то есть судья когда спрашивал, как вы оцениваете свои поступки, я говорю, ну как политический блогер я выполнил свой долг, готов призывать столько, сколько это будет надо, и участвовать. Мы все-таки священное дело делаем, отстаиваем независимость Беларуси. То есть, ну, они ждали, что я там раскаюсь, может быть, скажу, что да, я там раскаюсь. То есть, опять-таки, я признал все, что я участвовал, потому что, во-первых, есть доказательства мои же собственные стримы, во-вторых, у них все доказательства есть. А во-вторых, ну смотри, я участвовал, а потом я говорю, нет, это был не я, это был похожий человек на скриншоте. Ну, то есть, я отказываюсь от своей гражданской позиции. Ну, вроде как смешно, я выходил участвовать за незалежность, а потом я говорю, нет, я уже там не был. Это кто-то другой. Но это как-то смешно. Потому что некоторые защищались, например, Масловский там, или Тихановский, о том, что ну, Тихановский говорил, что да, по закону, там все по Конституции выполнял, а Масловский, он просто проходил там некоторое время, включил телефон, провел коротенький стрим. То есть, ну, человек мог просто за хлебом пройти, например, по улице, идет шествие. Он прошел, что это такое, достал телефон, поснимал. Потом... Это как Лукашенко казал, там, кто за хлебом шел, кто детей там со школы они потом доказательства представляют, что вот там соты, что он находился в том-то месте, телефон его, и значит он участник, и все. Это нават на суде были доказы с сотовых операторов? Нет, это у Масловского были. У Масловского. У меня я не отказывался, меня там не было. Может быть, они были у них где-то заготовлены на случай, если я скажу, что нет, там я не согласен, меня там не было, ничего, скриншоты все поддельные там или что-то такое. Это, может быть, у них было что-то серьезное. Вось ты кажаш, што ты гатовы як бы пакутваць за такую свяшчэнную справу. І мне падаецца, верыш, гэта ва ўмовах такой асіметрычнай вайны, бо мы вядзем з дзяржавай асіметрычную вайну, да, то бок іх паглядзі, колькі іх рэсурсаў, сілаў, магчымасці рабіць гвалт, а нас як мала, якія ў нас малыя рэсурсы ў параўнанні з імі. І у сітуацыі такой асіметрычнай вайны, мне падаецца, гэта адзіны спосаб не толькі супрацьстаяць, але і перамагаць ворага, калі ты гатовы ісці на рызыку і пакутваць болей, чым твой вораг. Вось скажы мне, хто з ментоў, згадаю вот эти вот, которые цябе прымалі, ну хто з іх гатовы за свае перакананні ці нават за свае пасады адсидзець 120 суток? Ну, кто? Ну, смотри, когда они меня брали, они мне прям говорили, это не наши дела, нам с Минска прислали на имя начальника РОВД и сказали, накажи, потому что, во-первых, в Орше я ничего не совершал, это все в Минске было. И они говорили, ну, слушай, нам вот это не надо. И когда вот она приносила протокол и говорит, что ты там еще натворил, как говорит, мне вот это надоело, и ты достал меня. Но они говорят, однак робяць. Ну да. И робяць, яны будуць рабіць, тому что у их есть материальный стимул. Приказы они выполняют. Да, у них яны, разумеешь, мне кажется, это у них такая лицемерная такая позиция, да, криводушная. В принципе, кожна там чалавечая істота, она наделена неким пачуццём сумлення, да. Яны своим сумленнем, гэтымі аскепкамі, яны разумеюць, что они робяць нешта кепскае. Палаченко ВД тоже думали, ну я ж все приказ выполняю. Да. То бок яны хочуць з аднаго боку не апраўдацца перед тобой, а з аднаго боку яны ж не хочуць адмаўляцца, бо гэта будзе мець для них як бы матэрыяльнае наступство. Это да, поэтому они тоже договорились, что, понимаешь, если бы, например, здесь уже намечалась смена режима, революция, то кто его знает, они бы, может, подумали, что как делать. А так они знают, что режим это сила, поэтому, ну, что ж делать, как бы, если нельзя типа победить, надо, значит, служить вот этому злу. Да. И они ему служат добровольно, ну, пытаются оправдываться, ну, кто я такой, ну, вот, я человек маленький. Я что я улицы буду? А еще любят сказать, а не я, так нехто інший. Да, обязательно говорят, ну, какая разница, другой кто-то придет. Да, як это знайомо. А скажи, колькі існуе твой канал? Ну, вообще, если посмотреть о канале информация, он был создан 4 декабря 2010 года на YouTube. Но это просто как бы канал для регистрации, для просмотра видео. До этого просто не было нормального тарифа с трафиком, чтобы смотреть вообще видео. А снимать ты коли почему? А снимать, так вот тогда я начал. То есть я тогда снял первое видео, но оно было другое, там, о ремонте ноутбука.
Потом несколько лет канал вообще Ты як поставил. Филиппович, короче. Да-да-да. Канал, ну я в политике не интересовался тогда вообще, до 17-го года вообще, там до 16-го года вообще не интересовался политикой. Работал, учился, как бы, ну, А обычно человек. расскажи, где ты працював? Я работал на ремонтном, работал потом на комбинате. А вчився на кого? Учился в ПГСХ на Горецкой сельхозакадемии, 4 курса. уборка. агрономия. Но я не закончил ее, я не закончил. С 8 по 13 год учился. А чому не На скажешь? заочном. Ну, во-первых, там как бы такая ситуация, я понял, что это не мое, и просто это Сельская господарка. да, что это не нужно. Я не собирался просто работать по специальности изначально. Просто надо было корка, и Мгм. там думал поучиться, и потом там по сходной специальности. І ти коли туди поступив? Поступал в конце декабря, там поздно экзамен. Якого года? 2008. І скільки тобі років було? Я тогда 20 лет. 20. Это ты 88-го? Да, 88. О, так мы с тобой одного. Тебе 31 год. Да, 31. Да ты там поступил, не отучился, а потом... Ну, я заочно учился, да. Потом в 13 году, в начале 13 года я вылетел оттуда, восстанавливаться не стал. Я думаю, может, восстановлюсь. То есть у меня документы до сих пор там лежат. Там аттестат лежит, и когда я делал копию аттестата для этого, для избирательной комиссии, они сказали, может, хочешь восстановиться? Я говорю, нет, до первого митинга смысл. Потому что сейчас это уже бессмысленно. Зачем мне это надо? Если Потом даже ты был- працевал, да? Даже если был диплом. Нет, я параллельно. Я учился на работу. Я же заочно учился. Мгм. Просто ездил на сессии за свой счет, то есть я учился платно за свой счет. В Просто, 13-м ты все шел оттуда, да? да, в 13-м я учебу оставил, потом через год у меня кончился контракт на комбинате. Тогда как бы, с работой проблем не было. Я думаю, что найду Но что-то. комбинат это ложь. Да, Аршанский комбинат. И потом что ты робил? Потом ничего, как бы был тунеядцем. Вот с тех пор я почетный жир на труте, я нигде не работаю официально, не собираюсь. А як выживал? Ну, как выживал? Ну, я жил, опять-таки, не один, с семьей, то есть за деньги родителей, там подработки какие-то были. Ну, мне много не надо было особо. Я думал, что может там что-нибудь будет, но вот потом кризис начался в 15 году. В 17 году отца потерял, мать умерла несколько месяцев назад. То есть, буквально это у вот тебя сейчас, вот недавно недавно, было. да, недавно. Тогда, Ага. тогда все было нормально. Вот, так что, все как бы было, вот тут начал раскручиваться тунеядский декрет. 15-й год кризис, сразу пошли увольнения, то есть работа сразу пропала, нигде ничего нет. Ну, кроме того, что самого такого. Я пытался там звонить, писать, ходить по этим всем местам, но не особо это получалось. Ну вот, и потом я просто уже забил на эту фигню. Ну ладно, не получается, так не получается. Беспокоился по поводу тунеядского налога, как оно вообще, вот общество это примет. Что неужели такой бессмысленный, такой глупый налог общество проглотит? Начал читать вот эти форумы разные политические, о том, что там как пишут. А какие читал? Какие читал, разные. Тогда, по-моему, Хартия, не помню, блокировалась или нет. Форум онлайнера, там был форумы другие. Тогда еще писали, там на онлайнере удаляли эти темы просто пачками. Тобто з тобою произошла така класічная сітуацыя, калі ты быў радыкалізаваны праз такі дурацкі закон дзяржавы. Калі б дзяржава ў твою кішэню не полезла, то і ты бы, мусіць, і не палітызаваўся, жыў бы далей звычайным жыццём. Возможно, потому что дело в том, что у меня и так как бы были проблемы с тем, что с работой, там, с тем, что средств не хватает, а тут мало того, они тебе говорят, что ты должен еще государству что-то дать, а если ты это не дашь, то тебя там потом арестуют, то есть тогда это казалось, чем-то таким запредельным, что там штраф какой-то дадут или там арестуют, то есть сейчас это как бы пофиг, 15 суток каких-то дадут. Ты уже я сам на это пойду, а тогда, арестуют, там какие-то принудительные работы будут, это, как-то вообще такое, политикой не занимался, вот, и думаю, что это что такое страшное. И главное, сама несправедливость. То есть люди безработные во всех странах им помогают, наоборот, а здесь просто требуют. Почему я должен кому-то что-то давать? Я не хочу просто, и все. Ну да, заодно починаешь Да. задумываться, а что эта держава мне дала, что я так моцно винный. Ось, Мгм. да. Какое ей вообще дело, чем я занимаюсь? Ну да. Может быть, там, как на форуме писали, люди, например, человек получил наследство, там, $1 000 000, но его будет, надо платить тунеядские налоги или там вот это вот все, потому что он в этом году не работал. Як гэта ў гэтым анекдоце, да, калі дзяржава знайшла ў мяне на заднім двары клад, то гэта яе, а калі знайшла кілаграм наркоты, то это мой. Ну да. Ось так і тут, да. Родныя твои вось калі яшчэ былі, жывыя Да. бацькі, яны як ставіліся да твайго занятку, ці ты іх не пасвяшчаў Смотри, асабліва? когда в 17 году вот как раз был тунеядский марш в Орше, вот 12 марта, а как раз вот 13 марта, через день после этого отец умер. На работе просто умер, с сердцем плохо стало. То есть я узнал об этом А так кем внезапно. Он працевал? работал старшим мастером в теплосетях, аршанских теплосетях. Мгм.
Вот, то есть это было неожиданно достаточно, сбило вот темп, то есть я тогда участвовал, как раз начал принимать участие в этой кампании, я следил за тем, как развивается борьба с тунецким налогом, как блогеры там стримят. И вот после этого, примерно через какое-то время, после разгона Дня воли, я понял, что надо создавать канал. То есть тогда я не занимался системной работой, я больше смотрел других блогеров. У меня канал был, я вот записал видео, маленький отрывочек с тунецкого марша Орши. После этого пока некоторое время не вел стримы. Но тогда я когда посмотрел, что произошло перед Днем воли, там всех посадили, кого на сутки, кого там закрыли, кого-то даже в психушку там посадили, помню, одну активистку. Вот, я посмотрел, я думал, что вот будет примерно то, что в 18-м было в Армении. То есть это все будет нарастать больше, больше, этих блогеров закрыли, выйдет еще там в 2 раза больше. И все, и как бы Луке конец уже. Вот весна, это было такое ощущение было, что что-то вот изменится. А ничего не произошло. Я понял, что нужно тоже что-то делать. Что нужно гулять Что, долго. да, надо самому тоже становиться вот одним из тех. То есть меня это вдохновило открыть свой канал. Раз других закрыли, значит я должен подняться и тоже должен говорить. И плюс информация. Вот у нас было 2 тунецких марша в Орше. 12 марта и 26. Про 26 вообще никто не написал. То есть я подумал, надо создать такой канал, источник, где будут говорить обо всех вот этих запрещенных акциях. То есть другие не написали, почему? У меня был вопрос. Они испугались или что? Почему никто не сказал? Значит, раз никто не говорит, значит, я должен об этом сказать. Но для этого надо сделать канал. И тогда у меня родилась концепция канала, что надо купить оборудование, надо что-то вот делать, какой-то план развития канала. Тогда он выглядел так. Я не представлял себе, честно говоря, как это все работает. Я думал, что достаточно съездить там на какой-то митинг, что-то включить, стримы, тогда еще просто видео, и там сразу там 1100 просмотров будет, и несколько тысяч человек подпишется. На жаль, это не так. Увы, да. Нужна сложная работа. То есть там, во-первых, мне надо было научиться монтировать. То есть я не умел монтировать видео вообще, работать в программах типа Premiere там какого-нибудь или там After Effects. То есть надо было научиться монтировать. То есть у меня был план вот на там BNR 100 снять интервью какое-то, но как это сделать? Камеры нет пока, подписчиков нет, монтировать ничего не умею. Надо все это научиться за несколько месяцев, там, за пару месяцев. Надо привлечь подписчиков. Ну, ты пачынаў увогуле з таго, што тебе выбіла з смерць бацькі тебе выбіла з каліі, да, поэтому я не поехал на День воли в 2017 году. А вось менавіта якое стаўленне было твоих бацькоў до твоей дзейнасці? Ну, тогда, в принципе, я когда сходил 12-го, в принципе, такое позитивное, потому что они тоже были не согласны с тем, что вот это так. Но мать, конечно, поддерживала все время, и вот уже там последнее время тоже она радовалась, что так все идет. Она, не то чтобы гордилась тем, что я занимаюсь, но она мне сказала, что, говорит, неважно, как бы уже когда там канал начал развиваться, говорит, я верю вот тебе, чтобы там потом не говорили, то есть я знаю, что ты там не будешь какой-то фигней там заниматься. Блин, усім бы политичным активистам что если там тебя посадят, там будет говорить что-то, что ты там призывал кого-то убивать, или там, что наркотики у тебя, я знаю, что ты как бы этим не занимаешься. То бок она уже разумела, что тебе... Конечно, мы же уже давно этим... Я этим занимался тогда, вот смотри, 18-й весь год и 19-й половина уже года. Вот, поэтому там уже вопросы шли такие, я часто ездил на эти митинги, которые были в том числе запрещенные, но реакции никакой не было со стороны властей. Вот 26-го, помнишь, был митинг в поддержку политзаключенных. А тут уже тебя зауважили? Ничего вообще там не было после этого. Никто мне не звонил, вот до парламентской кампании вообще никто не трогал. Ось ты, глядзі, прыгадаў парламенцкую кампанію. Она была такая спрэчная, што я таксама вось сцвярджаў, што не варта ў ёй удзельнічаць, таму што гэта падыгрыванне рэжыму, легітымацыя рэжыму, і што удзел у выбарах мусіць мець увогуле мае сэнс толькі калі гаворка ідзе аб перамозе. Расскажи, чему ты вырашил? Смотри, я не участвовал в выборах, я участвовал в предвыборной кампании с определенными целями. То есть смотри, это дело было еще летом, в конце июля, где-то так. Я планировал идти наблюдателем просто на выборы, чтобы снять про это блог. То есть как политический блогер изнутри показать кампанию. Я думал пойти наблюдателем записаться, потому что я думал, что процедура регистрации кандидатом, она очень сложная, там надо куча денег, куча там сторонников, и все это очень сложно, и мне это будет не под силу. Но я встретился с активистами Европейской Белоруссии, конкретно вот Женя Афнагель мне говорит, зачем ты будешь наблюдать там, тебе не дадут не снимать ничего, тебя выгонят и все, ты контент никакой не сделаешь, давай регистрируйся кандидатом. Я говорю, как я-то и кандидатом, говорит, мы тебе поможем, стенд все. Короче, во всем виноват Афнагель. Нет, ни в коем случае. Во всем виноват я, потому что я бы мог отказаться, я бы мог просто сказать, нафиг мне это надо, я сказал нет, давайте. И подумал, что раз это так просто, почему бы и правда.
як ты лічыш, ты дабіўся мэтаў? Конечно. Цели были какие? Увеличить количество подписчиков. Увеличилось раза в 3. Цель достигнута. Другое, увеличить узнаваемость. То есть показать, кто оппозиция вообще в Орше, показать альтернативу режиму. Мне многие подходили, говорят, что ты не боишься, тебя сейчас арестуют. Там, я говорю, нет, у меня законно, все, разрешение кандидата, я могу тут стоять и агитировать, что хочу. Слухай, а ось ты казаў, што думаў, што ў нас будзе як у Арменіі. Скажы, ты ось, я упэўнены не раз уяўляў сабе ўжо, якімі яны будуць перамены ў Беларусі. Якімі ты іх бачыш, якімі ты іх чакаеш? Як ты думаешь, што можа людзей падштурхнуць да таго, каб іх прынесці? И як это все будет выглядать? Опять-таки, когда я так думал, это был 17-й год, когда я еще мало чего вообще представлял себя о белорусской политике. Я думал, что вот эта волна подъема гражданского общества, сколько блогеров тогда появилось, сколько активистов, именно вот тунеядский налог сыграл свою роль. Я думал, что будет потом, то есть Армения это в 18 году была, и уже вспоминая, что было тогда, и что, как видели Армению, я думал, что в 17 году представлял себе, что так и будет развитие событий, как в Армении, будет нарастать и все. Но потом я уже понял, как бы дальше, погружаясь во все это дело, что у нас тут болото, и так просто все не будет. Что может, по моему мнению, поднять народ, к сожалению, это, наверное, только социальная проблема. Белорусу, если только в карман залезть, вот тот же тунеядский налог. Вот потому что его ж не отменили, его трансформировали в декрет номер 1. Но 1 мая 2018 года профсоюз РЭП организовывал в Киевском сквере митинг. Туда пришло 200 человек, по-моему. Вот. Там уже всем неинтересно. То есть уже в карман напрямую не лезут, уже $200 платить не надо. Хотя люди понимают, что там коммунальное будет, надо платить больше. Но это не сейчас, это завтра, через полгода, через год. Ничего страшного. То бок, ты думаешь, это будет повстание на базе социальной? Тут может быть несколько вариантов. Это или какой-то дворцовый переворот, то есть что-то в руководстве произойдет, какой-то слом, если Лука будет сильно давить. Либо это со стороны России, возможно, например. То есть Россия захочет избавиться от Луки, будет его давить, вот как сейчас. То есть такой может быть вариант. Сменить на кого-то другого. А вот есть оппозиционные, типу оппозиционные, я их так называю, лидеры арганізацыі, якія кажуць, што трэба ўдзельнічаць у выбарах увесь час, вось як ужо павысоўваліся ўжо на прэзідэнцкія выбары, што нам патрэбныя мірныя перамены, што ліміт на рэвалюцыі вычарпаны, што беларусы не пойдуць на рэвалюцыю, больш за той рэвалюцыя гэта кепска, гэта не мусіць быць ні ў якім разе. Да, я думаю, ты таксама чуў, сустракаў такіх палітычных дзеячаў. Ты з імі згодны ці не? Смотри, я тоже на стримах стараюсь говорить там про мирные перемены, но это во-первых, потому что если я буду говорить, что надо там всех мочить, то, ты понимаешь, зачем. Я не могу говорить про немирные перемены. Ну вот про мирные, под мирными переменами я не маю на увазі, что ось мы пойдем на выборы. Да, что мы мусим ладить круглые столы с уладой, мы пойдем на выборы, нас там выберут, Лукашенко скажет, ну ладно, вас выбрали, теперь вы будете там. Смотрите, по поводу мирных перемен. А так-то я сам не кажу, что там треба выходить з автоматом і всіх стріляти, тому що, в принципі, як ти мусіць, мы читали одно и то же даследаванне, что мирные перемены, мирные, скажем так, паўстанні, яны якраз таки часцей добиваются позитивного выніка, чым узброеныя. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я не против того, что делают эти политики, там круглые столы делают, но я считаю, что этого недостаточно. Лукашенко, диктаторский режим, ты с ними не договоришься, то есть все уже понятно. Там уже советники 100 раз говорили, какие реформы надо проводить, что надо делать, чтобы поменялось все к лучшему. Он не хочет это целенаправленно, поэтому тут просто, как это сказать, у него право силы. Он просто делает, что хочет, потому что никто не может ему там дать сдачи достаточно. То есть общество не может заставить его делать так, как надо, там люди, да, поэтому вот и все. Он нарушает закон, потому что он может это сделать, себе позволить. Что ты ему сделаешь за это? Захотел, нарушил закон, и все. А что мы можем противопоставить? Мы можем противопоставить ему единство, то есть народ, нас, во-первых, больше. Народа больше. Власть существует за счет нас. То есть они ничего не производят. Они живут за счет ресурсов, которые народ им дает. Паразитичный класс. Конечно, это просто паразиты. Вот. И если государство для чего-то и нужно, то для того, чтобы, скажем так, организовывать правильно, делать жизнь людей лучше. То есть в другом случае, если оно этого не делает, оно вообще нафиг не стало. То есть можно допустить, я как бы придерживаюсь таких классических либеральных идей о том, что государство нужно как арбитр и как обеспечение там правопорядка. Но все это должно быть строго под контролем общества, должны быть обеспечены права гражданские, широкие и так далее. В противном случае государство вообще не нужно. Оно так часто і здараецца, што тыя, хто мусяць ахоўваць нашы правы, робяцца іх першымі парушальнікамі. Чаму я, напрыклад, выступаю заўсёды дзяўбу ўсіх калег, журналістаў, блогераў, каб не называлі ментоў
праваабаронцамі, ой, выбачаюсь, Праваахоўнікамі. праваахоўнікамі, вось, каб не называлі ментоў праваахоўнікамі, таму што калі мы раскладзем гэтае слово, права ахова, то есть это тое, што ахоўвае правы, але у нас в Беларусі мент Праванарушитель. это той, хто парушае правы, то есть семантыка гэтае слова, она прама супрацьлегла, і вы думаеце, ну, ось, як бы, якое слово вы карыстаеце, ў якім кантэксце. Ну, наконт таго, што дзяржава, ну, не патрэбна, тут, конечно, цалкам з тобой згоден, я лічу, што няма такіх функцый, якія выконвае дзяржава, а не магло б выканаць само грамадства. Але грамадства оно магло бы арганізаваць для выканання гэтых функцый нейкія не іерархічныя, не аўтарытарныя структуры. Вось у звычайных там капіталістычных краінах мы гэта часта видим на базовым узроўні, калі там людзі ў мясцовасці могуць бібліятэку ствараць там розныя клубы, федэрацыі, там па інтарэсах. І яны выконваюць столькі функцый, і няма там ні прынудзілаўкі, ні палачнай нейкай дысцыпліны, ні прымусовых падпісак. Людзі неяк самі организуются, только трэба им не заминать. И больше ничего. У нас, да, проблема в том, что мы еще, вот Лукашенко подморозил этот вот советский строй, который до конца у нас не разложился, не развалился. У нас общество находится на таком уровне сознания, что пока, я думаю, оно не готово вот к тому, о чем ты говоришь. То есть на Западе все это столетиями, там, десятилетиями развивалось, а у нас нет. Поэтому мы просто сразу не сможем. То есть как минимум на какой-то переходный период у нас все-таки необходимо такое государство, вот о котором я говорил. То есть люди сами организоваться тут не смогут. Тут если просто снести все, то это бардак будет. Ну, конечно, калі просто снести, взять вот так, срезать эту державу, люди просто вельмі хутка выбудуюць тую структуру, да якой яны прывыклі. Яны просто зробяць всё новую дзяржаву і всё. Таму трэба, вось, да, я з табой згодзін, ствараць перш грамадскія інстытуты, Да. а потым уже нешта, ну, такое адмяняць і рушыць, каб у людзей свята место, як мовіць. Там уже видно будет. Если гражданское общество будет достаточно сильным, тогда может стать вопрос о том, что мы не хотим свои налоги, например, там куда-то там деньги платить, да, отдавать налоги, давайте мы сами будем организовываться. Зачем нам посредники? Да. Скажем. То есть, а пока сейчас об этом вопрос не становится еще. Посредники и паразиты. Тут люди просто, ну, ведутся на настолько глупые, такие дикие популистские разные идеи. Вот достаточно какому-нибудь Лукашенке сказать, я вам зарплату на 50 рублей подниму, он все. То есть и люди даже не смотрят в будущее, откуда возьмутся деньги и как. Да. То есть вот знаешь, в Швейцарии, слышал, был референдум в 2016 году о том, чтобы там ввести безусловный базовый доход, что-то такое, несколько тысяч франков платить. Так 80% населения отказалось, потому что они подумали наперед, что и как там. Чего? Ну да, яны там такія вельмі, скажем так, спажывецкае такое эгоістычнае грамадства, і людзі там думаюць, так, а какого чорта я буду корміць там сваімі грашыма там нейкіх тунеядцаў, якія не працуюць. Да, у них такая культура. Что? У нас бы тут сказали, давайте зарплату, давайте просто всем по 20 рублей каждый месяц платить. Тут 200% проголосовало за. Ну да, неважно откуда, ну блин, это же 20 рублей. Уровень магазин пойду, а пофиг, что это 20 рублей уже с кишени взяли. Что это в долг будет. То есть они не думают, например, что вот Лукашенко берет где-то кредиты, ну это ж круто, зарплату поднимут. Он взял кредит перед выборами, поднимет зарплату на 50 рублей на несколько месяцев. Все, о, хорошо, молодец Лукашенко. И начинают говорить, вот в очередях слышно, он молодец, там зарплату поднял. Потом, о, Лукашенко гад, он плохой, зарплата не поднимается. Да. То есть люди, ну, на таком уровне находится понимание политики. Можна ўспрымаць гэта як праблему, а можна ўспрымаць як патэнцыял для нашага развіцця, таму што для чаго мы існуем. Вось ты, я бачу, ездзіш там на такія нават даволі маргінальныя мерапрыемствы там на 10 чалавек, да, там нейкая дыскусія там нейкіх лібертарыянцаў, але ж людзі глядзяць і патроху нешта ў галах адкладваецца, там нейкія палітычныя тэрміны, меркаванне такое, меркаванне сякое. І так адбываецца палітычная сацыялізацыя, то бок ты з людзей апалітычных, якім ты калісьці быў у свой час, робіш людзей палітызаваных. І нават я згодзін, што на дадзеным этапе, вот я, конечно, хотел бы, как все там думали так, как я, да, там были прихильниками анархизма, але я думаю, что на дадзеным этапе нават важно, каб у человека были хоть нейкие политичные взгляды, не то погляды, не тое, каб мае там, да, а хоть хотя бы нейкие, хоть разумение того, что отбывается, хоть политичная культура, на базе которой уже можно нечто большее будовать. А зараз же так, у нас люди мыслят, как ты сказал, колбасой. Никто не знает как бы правду, поэтому плюрализм мне недопустим, можно поспорить где-то, что-то где-то доказать, выяснить истину таким образом. А у нас же как все существует? Есть линия партии. Любое мнение считается недопустимым. Если ты не согласен с Лукашенко, значит у тебя будет проблема. И ты ворог. Да, ты враг. А почему просто? Ты не оппонент, ты просто ворог. Вот, понимаешь. А с ворогом да, размова короткая. Увогуле, як ты лічыш, у Беларусі ёсць палітычнае жыццё? Ну, есть, просто оно находится в достаточно такой слабой форме. У нас, как бы так сказать, такой сложный вопрос, есть ли политика у нас или нет.
Лукашенко, по сути, убил настоящую политику. То есть у нас нет настоящих там дебатов, у нас нет настоящих выборов с тех пор, как Лукашенко пришел. Ну, у нас нет выборов. У нас есть предвыборные кампании, которые власть инициирует, чтобы там легитимизировать свой режим. То есть кто-то видит в этом возможность там, каким-то образом изменить ситуацию, то есть кто-то действительно наивно верит, что вот я пойду, там, буду голосовать, буду где-то баллотироваться, это поможет. Кто-то считает, что просто надо использовать возможность для легальных там, пикетов, кто-то считает, что просто можно похайпиться, заявить о себе. То есть, ну, там разные причины. Кому-то деньги, например, там надо, кто-то отрабатывает просто грант, берет под это и все, то есть пофиг там какой результат. Это в основном прихильники мирных перемен. Да, такие. вот. То есть разные у всех есть. У Лукашенко это нужно для другой цели, для того, чтобы показать, что, мол, он узурпатор, конечно, но он это делает, чтобы показать, мол, видите, как тут выборы были, это вы народ выбрали, не я же сам. Если бы я был узурпатор, я бы не проводил вообще их. Якая твоя позиция на конт президентских выборов? Насчет президентских, ну, по поводу президентских, нужно использовать все возможности, то есть, ну, я за площадь, конечно, но нельзя просто сказать людям, давайте выйдем сейчас просто, ну, люди не выйдут под непонятно что. Президентские выборы – это вот хороший повод, то есть людей обманули и попытаться вывести для того, чтобы отстоять, скажем так, свое право. То бок ты спокойно глядзіш на тое, што там людзі, ведаючы, што яны ніколі ім не дадуць выйграць, ведаючы, што яны вядуць сваіх прыхільнікаў на заведама спектакль, на заведама ілжывую такую імпрэзу, да, там фарс, яны ўсё роўна іх ведуць на выбары, ты, ну, нармальна глядзіш на тое, што ўсё роўна як бы ідуць заклікі менавіта прыходзіць і удзельнічаць у выбарах вось па правілах Ну дзяржавы. смотри, для того, чтобы просто можно не участвовать, можно без правил, там устроить какую-то революцию, но это будет выглядеть, скажем так, не совсем легитимно. То есть, во-первых, власть скажет, мы вам типа обеспечили выборы, то есть вы докажите, что их не было, что они были фальшивые, то есть надо по-любому наблюдение, надо доказать факты этого. Мы Так все, 20, за 25 год ни Нет, одного так мы выбора это не все было. знаем, но надо что конкретно в этой кампании. То есть, чтобы были факты нарушения, что мы участвовали, и по таким-то причинам власть нам не дала честно пройти выборы. То бок ты лічыш, што трэба зрабіць такую удзел патрэбны для такой легітымнасці, паказаць, што вось мы удзельнічалі, а нам не далі. Нам не дали, поэтому мы имеем право дальше действовать незаконными способами. Так і з іншага боку ўжо ж сколько 4 разы так спрабавалі і кожны раз. Ну, а какие варианты еще есть? Ну, ведаеш, я лічу, па-першае, што нам важна дэлегітымізаваць рэжым, а гэта на сёння можна зрабіць толькі праз пустыя участки для Смотри, голосования. парламентская кампания, говорят, по мнению там наблюдателей, от 10-11 до 40% явка составила в среднем по стране. То есть, ну, реально. Ну и что? А Ермошина сказала 78, и все. Ну, То есть, значит, хотите, не хотите, пофиг, все равно мы скажем, было 100% явка. Не, насамрэч, я не ведаю, я гэтых лічбаў не надта памятаю, калі шчыра, но я думаю, а можна зрабіць меней 10%. Калі, ну, будет 5, ну и что? Они скажут, что было 55, например. Ну, Скажут, гэта... не 70, 55. Ім все равно придется напруживать вельмі вялікі адміністрацыйны ресурс для того, каб людей прымусіць голосовать. Смотри, Николай, я думаю, Не, зараз я просто доскажу, что я просто кажу, что калі я лічу, что ігнор і байкот это тое, што злуе дзяржаву найбольш. Чаму? Таму што дастаткова паглядзець, колькі высілкаў яна прыкладае для того, каб прымусіць людзей галасаваць, гэтых бюджэтнікаў, студэнтаў, ну, там, ментоў, да, там всех астатніх, просто сілай заганяць. Паспрабуй адмоўся. Реально пагражаюць вельмі жорсткімі як бы карнымі мерамі. Калі дзяржава так робіць, значыць, ей важны гэты фактор легітымнасці, каб людзі хай пад прымусам, але прыйшлі і прагаласавалі. Я лічу, што ўсё ж такі, калі зрабіць участкі рэальна пустымі, гэты картачны домик рассыпецца, прынамсі для ўсіх удзельнікаў выбарчых камісій, для ўсяго цэнтра выбаркама і для ўсіх чыноўнікаў, якія былі ў гэта ўцягнуты. У тебя іншая стратегія. Да, я смотрю на это так, что каким образом, то есть мы видели, что по парламентской кампании реально явка была меньше, но все равно они написали, что она есть. Если, ну, как я вижу ситуацию, если на выборы не идти, то все равно как бы от этого Лукашенко не уйдет. То есть даже если 100% не придут, он не уйдет сам по себе. То есть люди должны заставить его уйти. А под неучастие, как ты потом заставишь людей выйти там на площадь или куда-то еще. И это будет выглядеть, скажем так, не очень красиво. Тут плюс к тому, для таких вещей, там, как площадь, для организации протестов необходимо, чтобы люди объединялись, то есть необходимо создавать эту организацию, да, какая-то движуха должна быть. То есть должны быть средства, должно быть какое-то что-то такое, чтобы людей привлекало для участия. Если просто сказать, что мы будем сидеть ждать, ну, люди многие просто как-то не будут
присоединяться. То бок ты бачыш гэта як элемент мобілізацыі. Да, это элемент только это. То есть я не верю, что каким-то образом можно честно там у Ермошиной все схвачено. То есть участие не в том смысле, как некоторые, вот пройти все этапы спокойненько и типа тебе там ты можешь какие-то голоса получить. Это нет, это естественно не работает. Это просто использовать как прикрытие, легальное прикрытие для того, чтобы иметь право моральное выходить, то есть бороться с властью. То есть мы честно пробовали, нас обманули, и теперь мы имеем право, в том числе как Конвенцию ООН, право на восстание использовать, потому что мы честно шли, у нас украли выборы, то есть все. Плюс эта движуха, она будет пиариться в медиа, то есть когда вот ты в чем-то где-то участвуешь, это интересует медиа, то есть они будут писать про выборы, они будут писать про тех, кто участвует, да, про активистов, будут спрашивать их мнение, позицию, вот почему ты идешь туда, почему вот ты здесь. Пикеты какие-то проводятся, вот там провели такой пикет, вот там такой. Люди это слышат, они читают, и они воспринимают имена тех, кто участвует, и названия этих партий и компаний, которые принимают участие. Если ты выпадаешь из медиапространства, то есть ты ничего не делаешь, то про тебя никто не пишет, и никто не знает. Вот на улице спроси, кого вы знаете из оппозиции, кого назовут, скорее всего. Статкевича, да, сейчас может быть Северинца, а почему? Потому что они самые громкие, то есть они лезут в такие, ну, максимально такие радикальные акции. Я зразумеў, але вось ведаеш справа тым, што ўжо такое спрабавалі і ў 10-м годзе, і ў 15-м, і каким, и в 2006, и каждый раз, когда заходили размовы про бойкот, каждый раз гучаць одни и те же аргументы. Мне падаецца, что когда 3 раза паспрабавалі одну и ту же стратегию... В 15-м разве не пытались бойкотировать? Там Статкевич сидел тогда? Там ну нет, солидарной спробы бойкота не было ніводнай из этих 3 разов. Мне падаецца, когда 3 раза ты паспрабаваў одну и ту же в Беларуси это возможно? Спробу. С помощью бойкота что-то ну, так я кажу, когда ты 3 раза спрабаваў одно, и оно не спрацавала, то нават з пункту гледжання там тэорыі верагоднасці, да, просто для цікаўнасці хаця бы трэба паспрабаваць нешта іншае. Так справа ў тым, што салідарнага байкоту не было і ні разу. Магчымы ён ці не, мы не можам зараз сказаць, таму што ні разу апазіцыя на яго не пагаджалася. Але зараз я бачу, ёсць такі момант, што апазіцыя, ну вот не ведаю, ёсць у цябе блогера такое адчуванне ці не, апазіцыя не адыгрывае такую великую ролю, якую она адыгрывала раней, а блогеры и грамадзянская супольнасць якраз таки выросла увагі. А вот старая вот эта партыйная апозіцыя, она уже не такая моцная. Тому мне падаецца, гэта робіцца такое окно магчымасцяў. Ну, блогеры-то не участвуют в выборах в основном, да, их слушают, но участвуют на политике все равно. Да. Ну, яны могут сказать как бы свое слово з нагоды той, якой стратегии можно користаться. Это не поможет. Опять-таки ты говоришь про админресурс, что обязательно кто-то выйдет и проголосует, плюс будет использовать выездное голосование, будет использовать досрочное голосование. То есть сколько-то процентов 5-10 они наберут власть в любом случае, даже если никто не придет. Они там кого-то заставят, что-то придумают. То есть полный бойкот невозможно здесь. Найдутся люди, которые именно сотрудничать будут с режимом, там типа Дмитриева, там Гайдукевича и прочих. И может получиться так, что если более-менее, да, настоящая оппозиция не будет участвовать вообще, то вот эти люди, из них просто сформируются списки, будет, например, Улахович, Гайдукевич, там, Дмитриев, еще кто-нибудь. И вот их выставят на выборы, и Лукашенко не придется даже фальсифицировать. То есть они все, в принципе, так или иначе за него, и можно будет пустить наблюдателей, посадить их прямо возле урны, пожалуйста, считайте голоса. То есть, ну, провести прозрачно и показать Европе, смотрите. Але можна паказаць фальсіфікацыі гэтаксама і калі замуціць байкот. Калі прыйдзе 5%, напрыклад, ад выбаршчыкаў, а Ермоша намалюе 80, таксама все назіральнікі гэта зафіксуюць? Ну, на самом деле не все. Мы знаем, эти наблюдатели от СНГ, они говорили, все нормально, там полупьяные какие-то. У них там такие же самые выборы, как и у нас. От этого, там от ШОС, от всего остального, да. А на независимых наблюдателей Лукашенко говорит, что нам на Европу, там на Америку ориентироваться. У нас тут своя страна, вот у нас официальные наблюдатели, а оппозиция, она вообще за деньги Польши и Госдепа работает. Ну, ось тут я насамрэч з Лукашенко згоден, потому что нефиг нам, ну, ось оппозиция надто доўга, я лічу, жила у таким уценню гэтых западных структур, грантаў гэтых бесконцых, спадзяванняў на Европу. І тут апынулася ў пэўны момант, што прыязджае Помпео, ручкаецца з Лукашенком, яны там жартуюць, міла там ледзь не цалуюцца, абдымаюцца, і ўсё ў них ужо клас. І вось гэта насамрэч вельмі моцна адчуваецца у том плане, што я памятаю, как 8-9 год, як Еўропа, там еўрапейскія все просто структуры за кожны факт рэпрэсіі тут прямо рвалі на сабе кашулю на грудзях, да? Зараз такога няма, і мы прадастаўленыя самі сабе, і я думаю, гэта вельмі важны фактор сталення. І
умацавання для апазіцыі, ну, меншай ступені, большай для грамадзянскай супольнасці. Мы вучымся, ну, у нас ад этой цыцкі адрывацца, да, амерыканскай, еўрапейскай, і вучацца гэтыя структуры працаваць самі за сябе, для сябе і для свайго народа, а не для сваіх донараў, якія ім даюць грошы. Вось, таму да, это такі важны фактар. Дарэчы, наконт грошаў. Вось таксама існуе такое папулярнае меркаванне, што все там, ну як папулярнае сярод такіх людзей далёкіх ад палітыкі, што кожны, хто займаецца апазіцыйнай палітыкай у Беларусі, кожны, ён атрымоўвае грошы адкуль, аднекуль гэтых з таямнічых грантаў. Отчасти это правда. Вось ты да за что живешь? Ну, конечно, Госдеп, польская разведка, но если говорить Анунаки? серьезно, то донаты. Нет, анунаки пока еще не выходили. Я еще не дорос до того уровня, чтобы общаться со всеми. Старайся, мало подписчиков. Понятно. Но на самом деле это донаты. То есть, когда вот начал вести видео, сначала первый вот год, особенно 18-й, я мало вообще ездил. То есть у меня не было ни стримов, ничего, у меня просто не было денег. То есть, например, даже в конце там 18-го года, вот тогда я приезжал, когда были дебаты, то есть это было, ну, такое себе, знаешь, событие. Надо было деньги где-то взять, чтобы на электричке там за 4,5 рубля приехать в Минск. То есть это была серьезная проблема. Но потом пошли донаты хорошие, то есть, ну, нашлись люди, которые готовы были помочь, подписчики. Говорят, надо там то все камеру там купить. Ну, то есть, говорят, звук плохой, там, допустим, микрофон там новый купить. То есть, понимаешь, когда есть идея какая-то и человек, который стремится, то он обязательно найдет как бы средства. Это главное. То есть, если ты работаешь ради денег, то да, это такой канал, вряд ли он там успеха добьется. То есть ты должен что-то делать именно за идею бесплатно, а все остальное придет. Ну плюс люди ж не дурні, вони ж бачать шчырасць. Вось калі ты робіш гэта шчыра, і ты бачиш, что не за грошы, что ты там сям, что ты это робишь, то да, яны адразу когда люди верят в тебя, не помогают. И дальше оно как бы пошло все больше и больше. Потом появились средства вот вести стримы, то есть безлимитный интернет, возможность перемещаться, ездить в разные города. Это, естественно, расширило возможности канала, люди стали смотреть эти мероприятия, тут еще как бы больше помогать. Вот раз ты ездишь, то все, стали больше донатить. И офлайн просто наличными донатят. И помогают, например, надо тебя там подвезти, вот ты едешь в такой-то город, давай там мы подвезем тебя. Или вот это вообще классно, или что? Это, конечно, классно. Это поддержка именно гражданского общества, людей, которые как бы, ну, готовы напрямую помогать. То есть это не Госдеп какой-то, который там под что-то тебе там даст, тебе надо будет отчеты там всякие какие-нибудь составлять. Ну, они тебе просто помогут, что вот давай мы тебя там подвезем, или там на телефон кинем, например. Бачу часам у каментарах такое меркаванне, што блогер гэта як не работа, гэта як такое хобби, што один раз я таксама там попросіў донаты, і мне нехто напісаў у каментарах, што ой, я лічу, што блогер мусіць сам себе забяспечваць, а не там прасіць грошы. І ў людзей рэальна няма разумення, што калі ты гэтым рэальна старанна займаешься, гэта адымае увесь твой час. Просто у адрозненні ад офіснага працоўніка ці там заводскога, ты прыходзіш, 8 часоў адпрацаваў і дома ты аддыхаеш. У блогера няма ні выходных, ні фіксаванага працоўнага дня, ты просто более ці меней у стане працы ты весь дзень знаходзішся. Ненормированный рабочий день. Да, типу, і это паўнавартасная праца, гэта ніякая не хобби. Ну, калі ось там браць тебе, мяне, да, там меня это и работа, и хобби. То есть для меня это образ жизни, я бы так сказал. Ты, короче, блогер ладу життя, да? Да, потому что вот меня кто-то спрашивает, кем ты работаешь, я иногда отвечаю собой. Ну, я просто как бы живу как бы жизнью, вот это вот все происходит. Да, як любяць зараз казаць у всяких модных часопісах, развіваеш асабісты бренд. Можно сказать и так, да. Да, но стоит только разница, что бренд развивать, как себе продать, а ты все ж таки тебе донатишь широ, ты ничего да, никому потому что если, да, я продаешь. обману ожидания, скажем так, пользователей, они все это увидят сразу быстро фальши, все это закончится. То есть они не будут донатить, если они увидят, что твой самый главный ресурс – это доверие. Да, это доверие, поэтому я не хочу его терять. Вот, например, ты говоришь, буду ли я там продолжать заниматься политикой этим, а я не могу не заниматься. Я сейчас оказался заложником положения своего. То есть блогер бескомпромиссный, который критикует власть. Стоит мне только перестать это делать, и все сразу напишут, ну все понятно, там его сломали, он договорился с КГБ, и все тут ясно. Можно поставить точку. Поэтому я просто не могу не делать то, что я делаю. Иначе все, конец. Конец всему это каналу. Я просто должен, наоборот, поднимать постоянно градус. Иначе как бы скажут, что, иначе скажут, что ну смотри, с чего начиналось все. То есть я сначала просто был как сторонний наблюдатель. То есть ходил вот просто как наши эти СМИ независимые, снимал, фиксировал, а теперь я еще и участвую в этих акциях. Например, за незалежность я прямо навязал флаг, БЧБ флаг, ходил, выкрикивал лозунги все, поэтому меня и как участника судили, и я, то есть, было как блогер одновременно и как участник. Вот СМИ себе позволить это не могут. И когда было обсуждение оргкомитета по организации 20-21, что делать, я в том числе тогда сказал про регионы,
у меня есть там аудиозапись, и сказал такое, что почему наши представители независимых СМИ, они себя не ассоциируют с протестующими. То есть они это не поддерживают их. То есть они как бы стоят, снимают, вот нас тут нет, да, мы просто вот передаем картинку, мы тут не участники, да, мы просто представители СМИ. А почему вы не кричите: «Живя Беларусь», вы что, не белорусы, вы не поддерживаете это? Почему вы не возьмете флаг тоже? Не будете участниками, как будто вы тут просто, вы никто, вас тут нет, вы просто там показываете видео. Ось добра, бачиш, што у блогера няма такого абмежавання, ты можаш быць і журналістам, і ўдзельнікам адначасова. Да, і гэта насамрэч я лічу куды больш. Я вось так само, хоць я сам журналіст, да, і па прафесіі фактычна, я не веру, што ў аўтарытарнай дыктатарскай дзяржаве магчыма нейкая аб'ектыўная журналістыка. Ты альбо на баку ворага, альбо ты на баку пратэстоўцаў. І нават ты нашы там незалежныя журналісты, там Белсат і іншыя, якія кажуць, што мы там незалежныя, мы там асвячаем все там аб'ектыўна. Не, вы насамрэч на баку як бы добра, да, хочаце вы хай вы гэтага не прызнаеце, але вы на гэтым баку, вы так асвятляеце сітуацыю. Ось. Ну і так, да, я згоден з табой, і насамрэч тут яшчэ адзін плюс блогера перад прафесійным палітыкам. Чаму я лічу грамадзянскую супольнасць блогераў гэта будуць рухавікі пераменаў у Беларусі ў бліжэйшыя гады, таму што блогер ён куды болей падкантрольны і падсправаздачны сваёй аўдыторыі. Ягоная дзейнасць больш празрыста, і за кошт гэтага ён болей шчыры. Глядзі, палітык, ён ні перад кім не адказны. Блогер адказны перад сваёй аўдыторыяй. Як толькі ты пачынаеш касячыць, рабіць там нейкія тупыя рэчы, там нешчырым быць, адразу у цябе падаюць прагляды, падаюць аўдыторыя, а для блогера нічога горш за гэта няма. І ў выпадку многіх блогераў падае і матэрыяльная падтрымка, то у цябе нават і такі ўжо стымул ёсць. І таму гэта так цябе матывуе быць рэальна шчырым, быць адказным за свае дзейнасці. І ў гэтым плане, дай Бог, каб кожны палітык, кожны чалавек, які кажа, што ён хоча нешта рабіць для грамадства, быў такі ж адказны за свае дзеянні і такі ж шчыры з людзьмі, якие ему доверяют. Ну да, потому что если блогер даже те же донаты будет тратить там чисто на пиво, например, то как бы тоже все скажут, что ну, что это такое. То есть так ты покупаешь оборудование или там едешь в какую-то поездку, оплачиваешь вот это все, и понятно, как бы на что идут деньги. Если ты будешь просто бухать, сидеть дома, там что-то рассказывать непонятное, то тоже люди перестанут донатить, скажут, зачем это надо. Да. Ну тут так само можна правесці паралель із тим, як дзяржава, дакладней тым, як грамадзяне фінансуюць сваю дзяржаву і весь гэты дзяржаўны апарат, да? То бок тут зноў жа адказнасці ніякай. Яны з нас выкачваюць гэтыя рэсурсы, да? Мы мусім ім плаціць. Вот я заўсёды параўноўваю там ось наши менты, там, да, там всякие асабліва высокопоставленные, яны любяць з блогераў смяяцца, там Шуневич один раз ляпнул, да, что ось, это что, профессия такая блогер, и казаць, что вы там свою аудиторию доеце, кшталту вам там донатят и так далее. Так трэба казаць у таких выпадках. Так мне, прынамсі, донацяць добраахвотна. Разумееце, мяне... Да, як бы нас, блогераў, спансуюць людзі добраахвотна, тому што яны так хочуць. А вас, ментом, мы вынушаныя спансаваць, тому што мы абавязаныя, вы сілай нас прымусілі гэта рабіць. Ось, тому... Да, в этом и разница. Конечно, да, разница колоссальная. И мы снова вернулись к тому, с чего начинали. Почему власть боится блогеров? То есть вот мы пришли именно к этому. Почему именно блогеры сейчас получили больше, чем политики? Так, тому што там все ж таки ёсць хитрые, разумные аналитики, якія бачаць патэнцыйную небяспеку. Да, кто-то, кстати, говорил, по-моему, что, возможно, скоро, может быть, даже ты писал или кто-то писал, что, возможно, скоро даже появится в КГБ отдел, который занимается блогерами. Так. Ну, появится ці не, а мы будем працягваць рабіць свою справу, правильно? Да. Повышать, як ты кажешь, градус политизации, вовлекать людей. Радикализма. Ну, радикализма это как бы такое. Мы не будем говорить, будем мы повышать или нет. Я буду. Будешь, ну ты да, ты же экстремист. Ну, так, і я вельмі рады насамрэч, што у блогерскай супольнасці ёсць ось такія людзі, як ты, якія не ламаюцца перад перашкодамі, бачаць іх як зону свайго развіцця, а не як нейкі бар'ер, за якім трэба спыніцца і больш нічым не займацца. Я лічу, калі б все так рабілі, і блогеры, і палітычныя актывісты, замест таго, каб з'язджаць за мяжу, ну цябе ж нічога не варта зараз взяць, сказаць, пераследаваць і атрымаць палітычны прытулак. Кому это надо? Ну вось, каб все так разважалі, што я патрэбен тут, то насамрэч
мы былі б да перамена куды бліжэй. І таму я пажадаю табе поспехаў, нязломнасці, волі, і няхай все гэтыя сілы зла цябе ніколі не зломяць, і мы будем працягваць рабіць наши стрымы і нашу справу ўжо ў вольнай Беларусі калісьці. Да, спасибо, Николай. Тебе тоже желаю развития. Подписывайтесь на канал Николая обязательно. І на канал Зміцера Шэрага Ката. Все, сябры, усім дзякуй, хто слухаў. Вось такі у нас цікавы быў класны суразмоўца. Подписывайтеся зноў жа на канал, на мае старонкі ў соцсетках, падтрымлівайце беларускіх незалежных блогераў, іх вельмі шмат у нас, і кожнаму з іх патрэбная ваша падтрымка і вашая дапамога. Всім но пасаран, добра і крытычнага мыслення.